Высокие достижения в большом спорте всегда предполагают некоторую повышенную дозу агрессии. Спортсмен заранее настраивается на победу над соперником, и такой психоэмоциональный настрой не менее важен, чем регулярные тренировки в зале. Говорят, что наибольших успехов на этом поприще добиваются люди со здоровой спортивной агрессией. Но что делать, если она перерастает в злость и неконтролируемые вспышки ярости в реальной жизни? Джонатан Пол Коппенхафер появился на свет в 1981 году, 30 ноября, в городке Сими-Вэлли, расположенном в пригороде Лос-Анджелеса, и был старшим из 3 детей в простой семье. Глава семейства имел немецкие корни, он служил в полиции Лос-Анджелеса, был человеком трудолюбивым и ответственным. Мать, американка с мексиканскими корнями, работала медсестрой в одной из местных больниц. Однако после рождения первого ребенка она решила уволиться, чтобы полностью посвятить себя воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Джонатан, или просто Джон, воспитывался вместе с младшим братом и сестрой, с которыми всегда оставался очень близок. До определенного момента их семья была довольно счастливой, а жизнь казалась безоблачной. Но после рождения 3-го наследника мать семейства впала в затяжную депрессию, из которой не могла выбраться самостоятельно. Ситуация постепенно усугублялась, и женщина начала употреблять горячительные напитки, которые, как ей казалось, помогали хоть ненадолго забыться. Отец с утра до вечера был занят на работе и не слишком вникал в то, что происходит дома, а меж тем состояние его супруги ухудшалось, и женщина подсела на запрещенные препараты. Джону было около 10 лет, когда он фактически стал нянькой не только своим младшим брату с сестрой, но и матери. Мальчик хорошо учился в школе, помогал с уроками малышам, а также освоил готовку и прибирался в доме. В возрасте 13 лет Джон пережил травмирующее событие, от которого впоследствии так и не смог до конца оправиться. Однажды вечером, когда вся семья находилась дома, у отца внезапно случился сердечный приступ. Мать в это время спала, приняв очередную дозу запрещенных веществ, и старший сын оказался единственным, кто мог принимать решения. Он незамедлительно набрал номер службы спасения, сообщив о случившемся, и до приезда скорой помощи самостоятельно проводил реанимационные мероприятия, пытаясь спасти родителю жизнь. К сожалению, все усилия мальчика оказались тщетными, и отец скончался до того, как медики переступили порог их дома. Джон был ребенком, он сделал все, что мог, но все равно винил в смерти папы себя. Это гнетущее чувство не покидало его и отравляло жизнь. Удивительно, но алкогольная и наркотическая зависимость матери не стали поводом для того, чтобы лишить ее родительских прав. Дети остались жить с ней, и фактически главой семейства стал юный Джон. Они тратили скромные сбережения, сделанные отцом, а пособия, которые получала женщина, она спускала на горячительные напитки и сильнодействующие препараты. Несмотря на тяжелую обстановку в семье, мальчик продолжал демонстрировать успехи в школе и считался одним из лучших учеников в классе. Преподаватели отмечали его целеустремленность, высокий интеллект и смекалку. Вот только поведение подростка стремительно ухудшалось. Джон стал нервным, агрессивным, вспыльчивым, постоянно провоцировал конфликты и драки со сверстниками. Парень рано стал искать подработки, хватаясь за любые варианты, чтобы хоть как-то помочь своей семье. А параллельно он серьезно занялся спортом, планируя в будущем связать свою судьбу и профессиональную деятельность именно с этим. Джон увлекся боевыми искусствами, но не отдавал предпочтения какому-то конкретному направлению, а тренировался одновременно в нескольких разных дисциплинах. Это давало ему возможность направить свою агрессию в нужное русло, выпустить пар и привести мысли в порядок. Вскоре регулярные тренировки стали неотъемлемой частью жизни Джона. Он ходил в зал ежедневно, а тренер отмечал, что в парне заложен огромный потенциал, и в будущем он может стать настоящим чемпионом. Не стоит забывать, что параллельно подросток успевал работать, и при этом он все еще хорошо учился в школе, то есть он был по-настоящему умен, силен, талантлив и невероятно замотивирован.
Невзирая на трудности и все свалившиеся на него испытания, Джон после успешного окончания школы сумел поступить в колледж, а затем стал студентом университета, избрав для себя биологический факультет. Он был способным учеником и человеком с острым умом. Тем не менее, его агрессия никуда не делась, а неумение контролировать эмоции и вспышки гнева несколько раз приводили к проблемам с полицией и арестом. Еще в юности Джон решил, что станет бойцом и будет строить свою профессиональную карьеру в ММА, смешанные единоборства. Он продолжал усердно тренироваться, регулярно принимал участие в различных состязаниях, где зачастую выходил победителем, и постепенно его стали замечать в боевом сообществе, да и в мире спорта в целом. Уже тогда фамилия Копенхавер была на слуху, а сам молодой человек уверенно приближался к заветному профессиональному уровню. В 2000 году 19-летний юноша решил принять участие в рейтинговом реалити-шоу. Этот проект, снятый в лучших традициях формата «Большой брат», снискал огромную популярность у зрителей в США. Его принципиальным отличием было то, что здесь участвовали не простые люди, а бойцы ММА. Примечательно, что Джон изначально не прошел кастинг, и его отсеяли на этапе отбора. Однако позднее один из уже утвержденных участников проекта получил серьезную травму и не мог принимать участие в съемках. Организаторы срочно начали искать ему замену и, пересматривая анкеты претендентов, остановили свой выбор на отклоненной ранее кандидатуре Копенхавера. Всех участников поселили в один большой дом, где каждая комната была оснащена десятком видеокамер. По правилам шоу игроки оказались лишены телефонов, интернета и вообще какой-либо связи с внешним миром. Главным призом проекта была сумма в размере $1 миллион. Каждую неделю кто-то из участников шоу выбывал, но происходило это не посредством голосования, а по результатам поединков. Побежденный покидал съемочную площадку и отправлялся домой. Как и в любом реалити-шоу, здесь отсутствовал какой-либо четкий сценарий, и импровизация и спонтанность очень даже приветствовались. Джон, благодаря своей харизме и дерзкому поведению, быстро стал одним из самых ярких и заметных участников проекта. Он полюбился многим зрителям и превратился в настоящую американскую знаменитость. Джон получил репутацию скандалиста и провокатора. Ему не нужен был повод, чтобы дать волю кулакам. Он вел себя агрессивно и постоянно поддерживал градус напряжения шоу на высоком уровне. Поклонники его активно поддерживали и болели за него. Но тем не менее, в 6-м сезоне, так и не дойдя до финала, Копенхавер покинул телепроект. Несмотря на то, что Джон не стал победителем шоу, он буквально купался в любви и внимании публики. После проекта его профессиональная спортивная карьера стремительно пошла в гору. Параллельно у спортсмена начались проблемы с законом из-за его вызывающего поведения, вспышек ярости и неконтролируемой агрессии в отношении окружающих людей. Так, 22 сентября 2007 года Джона арестовали за нападение на мужчину, произошедшее на парковке. Он поспорил с незнакомцем из-за свободного места. Конфликт быстро перерос в драку, и разъяренный Копенхавер бил оппонента до тех пор, пока тот не потерял сознание. Пострадавший мужчина сразу же обратился в суд, подав заявление на обидчика, и Джона арестовали. Однако спортсмен не только не признал свою вину, но и дал скандальное интервью, в котором заявил, что сделал этому человеку одолжение, потому как мог запросто покалечить его, но не стал этого делать. Его слова моментально вызвали широкий общественный резонанс, и бойца стали воспринимать как довольно опасную и непредсказуемую личность. Тем не менее, даже такие жестокие поступки способствовали карьерному росту Джона. Он создал имидж провокатора, который работал на его популярность и старательно поддерживал этот образ. Его поведение очень напоминало выходки другого известного спортсмена и скандалиста Конора Макгрегора, репутация которого также строилась параллельно на спортивных достижениях и скандалах. К середине 2008 года Копенхавер решил официально сменить свое имя на псевдоним War Machine, что можно дословно перевести как «воинственная машина» или «машина войны». Он считал, что именно это имя может в полной мере отразить его характер и внутренний мир, а также оно являлось звучным и наиболее подходящим для мира агрессивного спорта, к которому Джон принадлежал.
В том же году боец вновь оказался в центре очередного скандала, связанного с нападением. Повод для конфликта и в этот раз являлся незначительным, но дело вновь дошло до суда. Всем было очевидно, что молодой человек катился по наклонной с точки зрения норм социального поведения. Ему не нужны были причины, чтобы устроить драку и избить случайного прохожего. Он сам искал неприятности. В 2009 году Джон неожиданно заявил о том, что планирует попробовать себя на актерском поприще. Только вот жанр он выбрал весьма специфический и неожиданный – фильмы для взрослых. Спортсмен был молод, обладал приятной, хоть и брутальной внешностью, а его рельефная мускулатура вызывала настоящий восторг. Он отлично смотрелся в кадре, а его кинокарьера оказалась не менее яркой и успешной, чем карьера в профессиональном спорте. За первый год своей работы в индустрии развлечений для взрослых Джон успел сняться в 13 картинах, а его партнершами были известные и узнаваемые актрисы. Он успешно совмещал два вида деятельности, а также заключил ряд рекламных контрактов, которые принесли ему немалые деньги, но вскоре его карьера вновь оказалась под угрозой. В августе 2010-го спортсмена снова арестовали за нападение в одном из увеселительных заведений Калифорнии. Джон столь жестоко избил одного из посетителей, что на сей раз ему не удалось отвертеться, и суд отправил его в тюрьму сроком на 1 год. Впрочем, вскоре к этому обвинению добавилось еще несколько схожих эпизодов, так что его дело пересмотрели и продлили срок лишения свободы до 2 лет и 2 месяцев с правом на УДО через год. В тюрьме Джон вел себя все так же вызывающе, устраивал драки, а посему был признан опасным и изолирован в одиночную камеру, где и провел большую часть назначенного ему наказания. Теперь всем стало очевидно, что поведение бойца выходило за рамки спортивной агрессии. Впрочем, некоторые считали это проявлением звездной болезни. Выйдя на свободу, Копенхагер одержал целый ряд громких побед в боях против сильных соперников. Параллельно спортсмен решил завести профиль в социальной сети и личный блог для общения с поклонниками. Он выбрал довольно необычный формат и чаще всего просто озвучивал на камеру свои мысли, философствовал или делился воспоминаниями. За первые несколько дней после создания аккаунта на него подписались десятки тысяч поклонников. Стоит отметить, что его фанатская база постоянно расширялась, ведь некоторые люди следили за его спортивными достижениями, других интересовала актерская карьера, третьи наблюдали за связанными с ними скандалами еще со времен реалити-шоу. В 2011 году спортсмен решил запустить собственную линию спортивной и повседневной одежды. Главной отличительной чертой его бренда стали брутальные изображения, нанесенные на ткань, а также дерзкие лозунги, создающие эдакий имидж альфа-самца. Продукция продавалась преимущественно в интернет-магазинах и пользовалась немалым спросом, так что бизнес процветал. Джон продолжал вести себя агрессивно и даже в своем видеоблоге постоянно говорил о ярости, которую ему с трудом удается сдерживать. Мужчина много сквернословил, рассказывал о людях, которые его раздражают и которых он с удовольствием бы избил при первой возможности. Порой он на камеру конфликтовал со случайными встречными прямо на улице. На 2013 год пришелся пик его карьеры в индустрии фильмов для взрослых. Спортсмен регулярно снимался в кино, а также принимал участие в эротических фотосессиях для различных известных изданий. Во время очередной такой съемки его партнершей оказалась девушка по имени Кристин Маккиндей, которая прославилась за счет фильмов для взрослых под творческим псевдонимом Кристи Мак. Она была на 11 лет моложе Джона, но, несмотря на такую разницу в возрасте, между ними сразу же, что называется, проскочила искра и завязался бурный роман. Стоит немного рассказать о самой Кристи. Она родилась в 1992 году в небольшом городке в штате Индиана и воспитывалась в простой семье, не имевшей никакого отношения к шоу-бизнесу. Одноклассники и школьные учителя описывали ее как очень скромную, добродушную и дружелюбную девочку, которая ответственно относилась к учебе, обожала литературу и занималась танцами.
В старшей школе Кристи влюбилась в своего сверстника, с которым у нее начались отношения, и вскоре молодые люди решили пожениться. Родители подростков были категорически против этого раннего союза, но парочка никого не хотела слушать, и едва им исполнилось по 18 лет, они официально узаконили свои отношения всем назло. Однако довольно быстро новоиспеченные супруги осознали, что совершенно не готовы к семейной жизни и решению бытовых вопросов. Любовь быстро улетучилась, а всего через 4 месяца они расторгли брак. После развода Кристи решила кардинально изменить свою жизнь и начать все с чистого листа, на новом месте. Она покинула семейный дом и отправилась во Флориду. Девушка обосновалась в Майами, где хваталась за любую работу, чтобы оплачивать съемное жилье и как-то себя обеспечивать. Ей довелось поработать официанткой, продавцом и промоутером, прежде чем ее случайно заметил на улице представитель модельного агентства. Изначально Кристи пробовала себя в качестве фотомодели для каталогов одежды. Затем ей предложили принять участие в более откровенной съемке, пообещав внушительный гонорар. Девушка согласилась, а вскоре ей стали поступать и другие предложения попробовать себя в качестве актрисы категории 18+. Девушка взяла себе звучный псевдоним, который вскоре стал узнаваемым. Она регулярно снималась в фильмах для взрослых, получала престижные кинонаграды. В феврале 2013 года Кристи открыла свой первый магазин интимных товаров и эротического белья, который быстро разросся до целой сети. На момент знакомства Джон и Кристи являлись довольно известными и успешными людьми. Каждый из них успел построить карьеру в медиасфере, а также имел собственный бизнес, связанный с продажами авторских товаров. Можно сказать, что они были популярны в равной степени. С самого начала их романтических отношений пара стала всюду появляться вместе. Они посещали различные мероприятия, церемонии награждений и светские вечеринки, охотно позировали фотографам на красных дорожках и соглашались на интервью. Влюбленные даже заключили несколько совместных рекламных контрактов с известными компаниями. Всего через несколько месяцев эту экстравагантную пару начали воспринимать как одно целое. Они стали неразлучны, выглядели счастливыми и строили далеко идущие планы на совместное будущее. Со стороны казалось, что у них нет никаких проблем, ведь они имеют все, о чем только можно мечтать. В реальности же никто даже не догадывался, какие страшные тайны скрываются за видимой идиллией. Джон в обычной жизни оказался не менее жестоким и беспощадным, чем на ринге. С Кристи он был нежен лишь на публике и под прицелами камер, а дома, за закрытыми дверями, превращался в настоящего монстра. Мужчина старался контролировать каждый шаг своей избранницы, вел себя навязчиво, безумно ревновал девушку и регулярно закатывал скандалы. Довольно быстро поведение спортсмена переросло в открытую агрессию и домашнее насилие. Он избивал Кристи, унижал ее морально, угрожал искалечить и даже убить. Дважды он едва не задушил ее, схватив в порыве ярости за шею. Свидетелем одной из таких сцен стала мать девушки, которая гостила в доме дочери. Женщина была шокирована происходящим и стала уговаривать наследницу незамедлительно разорвать отношения с этим человеком. Джону не нужен был повод, чтобы закатить скандал. Он вспыхивал, словно спичка, буквально на ровном месте. Однажды пара начала ссориться в машине, и мужчина, заявив, что убьет их обоих, вдавил педаль газа в пол и направил автомобиль в стену. Кристи лишь чудом удалось в последний момент вырвать у него руль и избежать столкновения. Когда подобная ситуация повторилась, девушка отстегнула ремень безопасности и выпрыгнула из салона на первом же светофоре. Несколько раз Кристи пыталась разорвать отношения со своим бойфрендом, но тому каждый раз удавалось уговорить ее дать ему еще один шанс. Девушка хорошо понимала, что у них нет никакого будущего, но она не знала, как уйти от этого мужчины, не вызвав у него вспышку агрессии, которая могла обернуться для нее самой фатально. Кристи терпела целый год, обдумывая пути отступления, и в апреле 2014-го наконец-то решилась на серьезный разговор. Она ожидала чего угодно, но Джон неожиданно согласился, что им нужно взять паузу, чтобы все как следует обдумать и взвесить. Казалось, он смирился и готов был отступить, дав девушке свободу, но это лишь казалось. Первый месяц после расставания с Джоном Кристи жила, что называется, постоянно оглядываясь. Она боялась, что бывший бойфренд передумает
и вновь начнет ее преследовать, но ничего подобного не происходило. Со временем чувство тревоги притупилось, девушка вернулась к прежней жизни и в июле закрутила новый роман с неким Кори Томасом. 8 августа 2014 года Кристи и ее новый возлюбленный находились в квартире актрисы в Лас-Вегасе. Парочка лежала в постели и не слышала, как Джон открыл дверь своим ключом, который так и не вернул после расставания. Он ворвался в спальню и сходу набросился на Кори, начав жестоко избивать его кулаками. В порыве ярости Копенхавер также стал кусать парня, оставив ему рваные раны на лице, плечах и груди. Затем спортсмен уселся сверху и сдавил горло соперника. В этот момент вмешалась перепуганная Кристи, видя, как Кори теряет сознание. Неожиданно Джон разжал руки, схватил парня за волосы и приказал ему немедленно убираться из квартиры и не звонить в полицию, иначе он доведет начатое до конца. Обезумевший Кори Томас поклялся, что никому ничего не скажет. Ухватил несколько своих вещей и на ходу одеваясь убежал прочь. Стоит отметить, что свое обещание парень выполнил и не стал никому сообщать о случившемся, что едва не стоило Кристи жизни. Оставшись в квартире наедине со своей бывшей возлюбленной, Джон сначала жестоко избил ее, затем надругался над девушкой, а после все повторил. Пытка продолжалась более 2 часов, и за это время на несчастной буквально не осталось живого места. Она уже прощалась с жизнью, когда мучитель неожиданно отлучился в другую комнату, решив, что жертва без сознания. Кристи каким-то чудом удалось доползти до окна, открыть его и в прямом смысле вывалиться наружу. Благо она жила на 1-м этаже, так что падение оказалось меньше из всех ее бед. Девушка стала громко кричать и звать на помощь. На шум сбежались соседи, которые сразу же вызвали полицию и скорую. Состояние Кристи было ужасающим. Экс-бойфренд сломал ей нос, скулу и челюсть, выбил 12 зубов и едва не лишил глаза. У девушки также были сломаны ребра, отбита почка и повреждена печень. Она потеряла много крови, получила сотрясение мозга, а ее тело сплошь было покрыто гематомами, ссадинами, порезами и следами от зубов. Несмотря на тяжелейшие повреждения и обширную кровопотерю, состояние Кристи быстро удалось стабилизировать. Однако к тому моменту, как она смогла рассказать о том, что с ней случилось, Джон успел сбежать. Его местонахождение оставалось неизвестным целую неделю, пока 15 августа он не начал публиковать посты в личном аккаунте, рассказывая свою версию случившегося и пытаясь выставить себя в роли жертвы. По сигналу телефона его быстро удалось отследить и арестовать. Примечательно, что Кори позвонил в полицию лишь через 3 часа после нападения, когда Кристи уже находилась в больнице. В то время, пока он молчал, над его девушкой измывался изверг, который едва не лишил ее жизни. Парня вполне можно было привлечь к ответственности за преступное бездействие, но он утверждал, что пребывал в состоянии шока и боялся за собственную жизнь. В итоге никаких обвинений против него не выдвигалось, и в суде он выступал лишь в качестве пострадавшего. Копенхавер, находясь под стражей в ожидании суда, предпринял попытку добровольно уйти из жизни. Он сделал удавку из простыни и попытался повеситься в своей камере. Но охранники вовремя подоспели и вытащили мужчину из петли. Из-за его выходки рассмотрение дела отложили почти на 3 месяца. На суде спортсмен всячески пытался выставить себя пострадавшим и жертвой обстоятельств. Он утверждал, что возлюбленная ему изменила, что и стало причиной срыва. Адвокат подсудимого рассказывал о тяжелой юности своего клиента и детской травме в надежде на смягчение приговора. 15 февраля 2017 года Копенхаверу был признан виновным по всем инкриминируемым ему пунктам. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с возможностью претендовать на условно-досрочное освобождение не ранее, чем через 36 лет. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть также и не менее шокирующие истории на моем канале. И не забывайте подписываться. До скорых встреч!